Мы с вами неяк абмяркоўвалі наших прапагандыстаў. Вот я лічу, что свабодны тэатр шмат згубіў, что такого вот актёра як Азаронак вот правароніў свой час. Але я да іншае, я неяк убачыў, мне Ігор Мельнікаў скінуў спасылку на один новый артыкул мукавозчыка. Ну и мы ведаем, як ён там пісаў вот это вот свае даносы ў фельетонным стыле, але тут быў новы ўзровень. Там было коротко. Вот просто вот такі спіс, где было просто так написано: Иван Иванович Иванов, умоўна кажучы, супрацоўнік такога-то музея, на аватарцы БЧБ, Сергей Сергеевич Сергеев, супрацоўнік такога-то музея, зрабіў то-то, и все. Вот такие вот спис. Это новый уровень, это что это отбывается? Ну, это себе муковозчик нарабатывает такую карму, да, он нарабатывает тех людей, которые, в общем-то, остаться после этого жить в стране, наверное, сложно. Я даже себе плохо могу представить это, потому что, ну, тебе будут каждый, проходя мимо, там, отвешивать какой-нибудь подсрачник, да, то есть, и вот ты, и это будет видеть твои дети. Это да, это они же все соревнуются между собой. Они же соревнуются. Вот я сейчас, у меня там разные люди выходят на связь, и разные рассказы, и разное сообщают, много из Беларуси. Рассказывает мне человек, который офицер, который ушел, уволился, который служил в ГУБОПике. И он мне рассказывает, в ГУБОПике, в отдельных структурах его, количество людей, которые хотят ездить на обыски, запредельное. Потому что это стало новым видом бизнеса. То есть, во время обысков они просто воруют вещи. Огромное количество вещей. То есть, вот если ты оставил, у тебя остались какие-нибудь там беспроводные наушники, будь уверен, после обыска они уже в семье кого-то из этих офицеров. У приятельницы рассказывала, как ее родители, когда был обыск, в конце обыска открыл шкаф с одеждой один из сотрудников следователей и проверил все карманы, отовсюду выгрузил мелочь, наличные деньги, и они перекочевали к нему в карман. То есть, это то, как они живут сейчас. Ну да, это такое. И при этом они соревнуются. Кто даст какой срок, кто кого подставит, кто во что гораст. То есть, им же надо выслуживаться перед властями, у которых денег все меньше. И они не могут оплачивать вот эту всю ораву. Плюс идет увольнение, да, тех, кто там когда-то подписывался там, за Бабарика или еще за кого-то, за Тихановскую. И, естественно, это будет нарастать и сходить с ума они будут все дальше, пока резьба не сорвется. А сорвется тогда уже. Два пытання на одну тему. У прынцыпе, ваша... Ну, можа быть, вы патлумачыце мне, у чым прычына таких вялікіх прысудаў, што яны маюць супраць Пальчыса? Ладно, з Тихановскім больш-менш зразумела, супраць Пальчыса першае, і па-другое, распалівае варожасць у Беларусі сёння. Вот Пальчыс менавіта галоўны распальвальшчык. Это у власти, ну, было же очевидно, да, что власть начинает сходить с ума, да, вот когда, собственно говоря, мне кажется, что если говорить о Лукашенко, то у него давно как бы чувство реальности потеряно. Но сама вот структура режима начала сходить, мне кажется, вот с того момента, когда он приехал на завод, и его там просто в открытую послали. Вот после этого похоже, что запустились процессы, которые уже сложно контролировать. И они стали вести себя совершенно неадекватно ситуации. И когда присуждают срок 18 лет... Вот я сидел с супругой и задумался и говорю, вот что я должен был бы сделать в Англии, чтобы получить срок 18 лет? И мы не придумали. То есть, наверное, вот просто уничтожить там какой-нибудь город, да, то есть, как бы вот такой, за такое, наверное, 18 лет дадут. Брейвику, напомню, дали за убитых 70 человек 21 год. За что давать Пальчису? Вообще, ведь это же разговор не о судах, да, а это разговор о человеке, который эти цифры назначает. У него почему-то в голове вот какая-то
почему-то он и так распределяет эти цифры. Это значит, что у него уже совсем все на бикрень. Слушайте, ну не Лукашенко ж особисто размерковывает. По Тихановскому, конечно, Лукашенко. Он никому не доверит этого. Никому. Он только сам. Он всегда принимал эти решения сам. Ну, а по пальцу кто-то другой поглядел и сказал, раз этому, то давай 5 откинем, как бы. Но при этом мы можем себе представить, что Лукашенко будет править Белоруссию до 86 лет. До момента выхода Тихановского на свободу. Ну, нет, конечно. И он сам это понимает, что нет, не получится так. Но не могут люди сдерживаться. И главное, что эти суды над этими людьми, в каждом случае нет вообще состава преступления. Не то, чтобы там, могли дать 3 года, да, а дали 18. А там нет вообще ни у кого состава преступления. Ну что, Тихановский за что? За то, что он упал на улице там, во время ареста? Или что? Вот за что его арестовали? Нету никаких мотивов, нет никаких поводов, нет самого события. Да? Пальчиц тоже. Ну, их брали просто же всех накануне, да, и просто брали, сажали. Посадили, а теперь надо 40 раздать. Раздают как-то, исходя из своих каких-то цифр с потолка. И тут главное понимать, что когда власть сменится, нельзя поступать в ответ так же. Потому что это чтобы не стать такими же сумасшедшими. 2 момента з нагоды гэтых санкцый. Ось днямі у нас быў в эфіры Ярослав Романчук, які даводзіў думку про тое, што як і санкцыі, так і контрсанкцыі беларускія, яны працуюць на тое, што народ беднее, а дразды і каля-драздоўскія гэтыя ўсе арганізацыі прыкарытныя, яны толькі багацеюць, дзякуючы гэтаму. З другого боку, і тут нават не ў Макеі яго словах справа, але сапраўды рэальнасць такая, што падштурхоўвае ўсё гэта Беларусь у бок России. Як вы ўсё ж таки ацэньваеце і адзін і другі момант? Если говорить о России, то почему же тогда она до сих пор еще не забрала Беларусь? То есть у меня нет этого ощущения. Я знаю даже, что сейчас российские компании работают, и банки работают по определенным направлениям, по разным субъектам белорусской экономики, но я знаю, что они не работают практически с санкционированными предприятиями. То есть они для них не вызывают сейчас никакого интереса. Работают по промышленным предприятиям определенным, которые санкции не затронули. Даже инвестируют туда деньги и даже дают кредиты, то есть кредиты такие, которые бы потом позволили сменить собственника. У меня нет этого ощущения, что Россия сейчас для нее важно что-то там. Там у нас забирать особо сейчас нечего. То есть, когда мы говорим про нефть, мы говорим про калий, но забрать нефть и калий слишком сложно. Это слишком сложные процессы. Более того, особенно они усложняются тем, что это происходит при нелегитимной власти. И это всегда сложно. Если говорить про... Работают санкции против народа, не работают. Но если бы под санкции введены, допустим, там МАЗ, БелАЗ, да, люди там получают свою заработную плату. Хотя я бы сейчас на месте Лукашенко остановил работу МАЗа, или МТЗ, поскольку это только убытки. Единственное, кто зарабатывает и всегда зарабатывал, это фирмы-прокладки, которые принадлежат там семейству Лукашенко и его там этим прикорытникам. Да, они так и получали, но это было и раньше. То есть раньше это убыточные предприятия, которые живут за счет государственных дотаций, которые выдают продукцию, которая никому не нужна. По демпинговым ценам ее продает какой-нибудь Зайцев или Шейман. И стоит фирма-прокладка, которая с этого получает деньги. То есть это был их бизнес, он и остается, этот бизнес. Но пока рабочие получают зарплату, хотя, повторю, это убыточные предприятия. У меня нет этого... Этот вообще разговор про санкции работают, не работают, он для меня достаточно такой, как это сказать... Для меня все очевидно. То есть, если брать... Была группа американо-британская, которая изучала санкционные процессы.
Они разобрали 174 санкционных процесса вот по косточкам, что происходило. Да? Это разные страны вводили против разных стран. Из 174 в 80 случаях удалось добиться смены правительства. Остальные случаи не говорят о том, что большинство не добились, да, потому что задачи стояли в других случаях разные. Например, просто скорректировать работу того или иного режима или того или иного правительства. Не всегда санкции вводятся для того, чтобы сменить режим. Иногда просто скорректировать позицию какой-то страны. Поэтому у меня нет этого... То есть, как только начинаешь смотреть цифры, понимаешь, что работают санкции, работают они в разных странах и с разным успехом, но это всегда эффективный механизм. Потому что Лукашенко и его прикорытники также теряют деньги. Также потому, что на сегодняшний день весь крупный бизнес принадлежит в той или иной мере им. Таким чынам ўсё ж таки ад 6 пакета санкцый. Вот я разумею, что вы не можете гаварыць, нават калі ведаеце там нейкія падрабязнасці, тым не менш ваши чаканні. Это будет уже не гибридный пакет, как был 5-й, да, когда вынуждены были вносить там какие-то отели, которые вообще-то смешно на самом деле. Отель «Планета» под санкциями. Ни о чем. Но поскольку это было привязано к теме мигрантов, поэтому вот такой получился гибридный пакет. Какие-то предприятия внесли, а какие-то там пограничные службы и так далее. Сейчас это готовится экономический пакет. Он должен касаться как финансового, логистического секторов. Вот это то, что для меня, я считаю, что это самое важное. Самое важное – это бить по логистике и по финансовой сфере. Тогда можно очень быстро и эффективно добиться результата вот в этом направлении. Также, конечно, флагманские предприятия определенные. То есть, я очень надеюсь, что проработают его тщательно. У них вся эта информация, у них по этому пакету давным-давно есть. По многим позициям информация у них есть с осени прошлого года. То есть год уже у них лежит. Она и не была досконально использована. Поэтому я надеюсь, что, повторю, что Евросоюз начнет делать работу над ошибками, а не только бездумно вводить какие-то нелепые давления. До речі, вы падчас мінулага эфира сказали про тое, про SWIFT, который мог быть отключены яшчэ і раней. Зараз вот як пагроза... На самом деле этот механизм есть, и он уже рассматривается этими экспертными группами Евросоюза. Сейчас вопрос в том, что начали переводить банки, белорусские банки начали переводить на такую альтернативную систему российскую, но она не позволяет определенной мобильности и скорости, такой как SWIFT, например. Я не знаю, к чему они придут. Во всяком случае, если раньше мы выступали за отключение SWIFT, и они говорили, что нет, этого не будет никогда, сейчас они уже этот процесс рассматривают как эффективный, как который мог бы достаточно сильно нанести такой для режима серьезный урон.